Учебный курс позволит развить образование в сфере защиты прав ребенка, углубить знания и понимание этих основ. К занятиям привлечены специалисты Абхазии, работающие в данной сфере. Так, в семинаре приняла участие уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджоли и команда недавно созданного аппарата. Омбудсмен рассказала о приоритетных направлениях в работе, поделилась планами и ответила на интересующие студентов вопросы. У нас в стране, кстати, до появления фондов и таких институтов, которые занимаются защитой прав, многие думали, что у нас все хорошо, у нас не ущемляются ничьи права. Все случаи, которые представлены в мире, все случаи правонарушений человека и детей, они представлены и у нас. И с этим столкнуться было очень тяжело признать и принять это. Низкие пособия по инвалидности, отсутствие узконаправленных специалистов для детей с особенностями развития, вопрос инклюзивного образования, проблем немало. Планируется организация Центра временного пребывания детей, необходимость которого стоит особенно остро. Ежегодно от 50 до 100 несовершеннолетних в республике остаются без внимания родителей и опекунов. Приоритетным направлением аппарата в этом году выбрана сфера опеки и попечительства. После мониторинга нормативно-правовой базы мы отправили официальные запросы в отделы опеки и попечительства всех районов и получили их положения и должностные инструкции. Изучили их, обобщили и предложили свой проект уже единого положения органа опеки и попечительства. Сейчас они уже лежат, скажем так, в отделах, правовых отделах глав администрации. Мы будем ждать их заключения, будем сотрудничать, готовы дорабатывать для того, чтобы эффективно уже работа шла. Помимо помощи в разработке материалов и дополнительной подготовки преподавателей АГУ, фонд ЮНИСЕФ оснастил учебный центр необходимым IT-оборудованием, мебелью, пособиями. Здесь также были проведены ремонтные работы. Все это позволило организовать учебный процесс в интерактивном формате. На мой взгляд, дети очень заинтересованы, потому что чувствуется обратная связь, задаются вопросы, уточняющие вопросы. И та методика, которой мы преподаем, да, она достаточно интерактивна, очень красочные раздаточные материалы, презентации. Это какой-то очень, наверное, новый уровень для Абхазского госуниверситета. 29 марта проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Даур Кови принял главу Сухумского офиса ЮНИСЕФ Оливье Тоне. В беседе Кови назвал открытие учебного центра хорошим начинанием и выразил надежду на продолжение программ. В свою очередь Оливье Тоне поблагодарил за поддержку инициативы. Открытие Центра по правам ребенка в университете – это очень важный шаг и для университета, потому что знание прав ребенка крайне важно, как и знание современных прогрессивных подходов в этой сфере. Права ребенка включают в себя такие важные моменты и такие важные составляющие, как право каждого ребенка жить и развиваться в семье или в семейном окружении, чтобы у всех уязвимых семей и их детей был доступ к здравоохранению, к образованию, к основным услугам. И это очень важные составляющие, которые все включены в права ребенка. Зачастую, когда мы говорим о правах детей, права наших детей также очень часто нарушаются тем же самым международным сообществом. У нас было большое количество случаев, когда детям отказывали элементарно в медицинском сопровождении, в связи с чем это приводило в том числе к летальным исходам детишек, когда отказывали в получении виз и так далее. Конечно же, не могу не упомянуть о таких моментах, когда нам повсеместно отказывали в получении визах для наших детей, спортсменов, каких-то творческих коллективов. Это частая, к сожалению, была практика, поэтому, не заостряя внимание на негативе, я все-таки хочу сказать, что права свои знать надо. И я надеюсь, что этот курс как раз-таки
даст возможность детишкам понимать, какие у них есть права, и отстаивать, естественно, свои интересы. Организацию вашу мы знаем давно, поэтому готовы продолжать с вами сотрудничество. Это не первый успешный опыт сотрудничества ЮНИСЕФ и АГУ по аналогичным программам. Так, в 2017-2018 учебном году был запущен курс по социальной работе. Год спустя он был интегрирован в программу обучения студентов отделения психологии и педагогики на постоянной основе. Ряд выпускников впоследствии стали сотрудниками службы социальной поддержки детей и семей. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.